Мы находимся в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства. В этом году научному институту исполнилось 87 лет. Это очень большая цифра. За эти годы был проделан большой научный вклад в историю исследования агротехнологий, в селекционную культуру Казахстана. О развитии и научных достижениях нам расскажут сотрудники института. Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства был основан в 1934 году. Тогда стоял вопрос, когда была коллективизация совхозов и колхозов, тогда стоял вопрос, что должны быть такие институты. Первое время наш институт начал заниматься, как вы видите на стенде, здесь мы разделили все научные достижения института на 6 этапов. Первый этап, это, как известно, надо было по Казахстану сделать почвенные карты. И такие ученые, как Матусевич, Муха, Бесполудинов, Синягин и Магазиев, они впервые для Казахстана создали такие почвы, чтобы предложить производству, какие сельскохозяйственные культуры, где можно расположить, сеять и узнать почвенные характеристики наших почв. На сегодняшний день в нашем институте хранится более 19 тысяч образцов, которые занимают 1/3 часть национального генофонда. Вы видите, что за 10 лет, только за 10 лет, за 2000-2010 год было собрано более 12 тысяч образцов. По изучению тоже ежегодно передается нашим селекционерам для использования в селекционной программе лучшие образцы. На сегодняшний день у нас имеется генохранилище, это позже вы посмотрите, где хранится 19 тысяч образцов. Наши ученые создают такие пшеницы, суперпшеницу, которая дает урожайность более 10 тонн. Это пшеница хорошего качества, высокоурожайная, называется Матай. У него урожайность потенциальная 12 тонн, если соблюдать всю технологию возделывания. Есенбекова Минура Ахметовна, руководитель группы генофонда полевых культур, доктор биологических наук, расскажет нам о генетических ресурсах для продовольствия и сельского хозяйства Республики Казахстан. Состояние, проблемы, пути решения. Это сложная, большая проблема. Генетические ресурсы растений, как и генетические ресурсы почвенные, водные, они определяют продовольственную безопасность страны. Это очень сложная стратегия, она связана с развитием этих генетических ресурсов, их сохранением и использованием. Вообще проблема в Казахстане была поднята после определения независимости, так как каждая страна должна иметь собственные генетические ресурсы. В бывшем Советском Союзе все генетические ресурсы для селекционных исследований были сосредоточены в России. И Казахстан, как такая союзная республика, отправляла лучшие образцы, лучшие достижения селекционные во всесоюзный тогда НИИ растениеводства имени Вавилова. Вавилов — это великий ученый, наверное, вы всем известно. Портрет, собственно, висит это Вавилова. Он определил основные направления, по которым работают много ученых, большого количества научно-исследовательских учреждений в мире. Этой проблеме придается большое значение. Более 1700 генбанков создано в мире, более 700 миллионов образцов сохраняется. Казахстан также принял решение создавать свой национальный генофонд. В 1996 году было принято это решение. В 1996 году и с 2000 года начато финансирование. Собственно, за это время, за эти 20 лет, с 2000 года профинансировано 10 национальных проектов, и мы приняли участие в 6 международных проектах. Собственно, направления, по которым мы работаем, это мобилизация, то есть сбор генетических ресурсов. Что мы собираем? Мы собираем сорта
известные уже коммерческие, которые были, которые прошли и которые вот сейчас вышли. Это генетические коллекции, это какой-то цитогенетический особый материал. То есть материал, который представляет ценность для развития селекционных программ. Вы знаете, что Казахстан является центром происхождения яблони. Это такой вот, это дикая яблоня. 2500 сортов вообще в мире, они несут ДНК наших яблонь. Я была когда вот в Берлине, ботанический сад, там прям написано, что центр происхождения яблони – это Казахстан, это наша заилийская Алатау. Вот. А у нас ценные кормовые культуры, 70 видов. Один из центров, самый богатый центр происхождения кормовых культур. У нас, значит, вторичный, мы не первичный, но вторичный центр происхождения пшеницы. 4 вида пшеницы, дикие сородичи пшеницы. И вот эти эгелопсы, один из них входит, эгелопс тауши, входит в геном пшеницы, который превратил именно пшеницу в хлебную культуру. То есть этот тауши, это найдено у нас, и до сих пор они произрастают. Овощные культуры, чесноки, луки, даже говорят, что вот эти голландские там луковые, да, они имеют происхождение из Казахстана. То есть охрана своих национальных богатств имеет большое значение, мы можем иметь большие, значит, достижения отсюда. Мы находимся в аналитической лаборатории. Наша аналитическая лаборатория проводит исследования по 3 основным направлениям. Первое – это направление предселекционные исследования, то есть проходит оценка коллекционного образца, коллекционного материала, материала генофонда с целью поиска источников и доноров хозяйственно ценных признаков для включения в скрещивание. Второе направление – это сопровождение селекционного процесса по широкому спектру анализов, по количественным и качественным параметрам. И третье направление – это оценка генетической чистоты, идентичности семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур. Сейчас мы находимся в лаборатории качества зерна. Данная лаборатория долгое время работала под руководством доктора биологических наук профессора Абугалиевой Айгуль Слеовны. Была поставлена работа по широкому спектру анализов качества зерна технологического и хлебопекарного. Все селекционные образцы, которые приносят нам селекционеры, коллекционные образцы, проходят в данной лаборатории анализ по зерну. В первую очередь образцы анализируются на крупность, на влажность зерна, на твердозерность, на стекловидность. Определяется натурная масса зерна. На современных приборах Infratec FOS проводится анализ протеина содержания. И затем уже этот материал, зерновой пробные образцы, все перемалываются и для образования муки. В дальнейшем все анализы проводятся уже с мукой. По муке здесь проводится анализ седиментации. Вот приготовлен анализ для седиментации. Значит, седиментация – это очень важный показатель для хлебопекарной промышленности. Его свойство заключается в том, что набухаемость именно муки в уксусной кислоте и измеряется общее количество объема набухшей муки, что очень важно для хлебопекарной промышленности. Определяются такие параметры важные, интегральные для качества зерна – это содержание клейковины и качество клейковины. Клейковина для сильных пшениц должна превышать 32%. И само качество клейковины – это тоже очень важные показатели. Именно за счет свойств упругости, растяжимости клейковины хлеб получается пышным. Свойство именно клейковины удерживает углекислый газ в хлебе. За счет этого поднимается хлеб и возникает вот именно пористость хлеба. После определения физических свойств теста и муки проводится контрольная выпечка хлеба.
Все наши селекционные образцы замешиваются в тесто и в расстойниках отстаиваются и выпекается хлеб. Селекционные образцы оцениваются по именно хлебопекарной оценке, то есть по форме хлеба, по объему хлеба, по цвету, по формированию корки, по куполообразности. И разрезается хлеб, оценивается по структуре мякиша. Итак, соя – это очень стратегически важная культура, так как в ее семенах содержится и белок, и белок, и масло. Приблизительно 40% белка и 20-25% масла. В Казахстане соя занимает порядка 130 тысяч гектар, из которых 90% сосредоточено в Алматинской области, 105 тысяч гектар посеяно в Алмате, Алматинской области, Талдыкурган и так далее. В основном селекция сои в Казахстане направлена на такие признаки, как урожайность, высокое качество, это повышенное содержание белка, масла, олеиновых кислот, скороспелость. При продвижении сои на север необходимо создание скороспелых, фотопериодически нейтральных сортов. И на данном этапе у нас уже есть такие сорта. Также одним из селекционных направлений по сое это поиск засухоустойчивых форм для включения их в селекционную программу. На данном поле вы можете видеть посевы разных сортов сои, разных групп спелости. Например, один из сортов Ивушка районирован в Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области. Его вегетационный период составляет 95 дней, и, как вы видите, он уже готов к уборке. На сегодняшний день это 10 августа. Мы находимся в лаборатории биохимии, физиологии растений. В данной лаборатории работа проводится под руководством доктора биологических наук Булатовой Кульпаш Мансуровны. В данную лабораторию поступают образцы, которые уже у нас на выходе из старших селекционных питомников, это потенциальные сорта. Проводится их оценка генетической структуры, однородности, специфичности, идентичности с использованием метода электрофореза запасных белков глиадина и глютинина. Данные образцы проходят процесс описания. Это все необходимо для того, чтобы защищать авторские права наших селекционеров, отечественных сортов, чтобы в дальнейшем была именно узнаваемость данного сорта, для того, чтобы в дальнейшем, если сорт будет допущен к использованию в производстве, проводить уже генетический контроль семеноводства данных сортов. В данной лаборатории также проводятся анализы по оценке биохимической и физиологической устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам. Имеется современное оборудование, климатические камеры, в которых моделируются условия засухи, мороза, холода. В данных условиях проходит отбор уже устойчивых образцов за счет выделения осмопротекторов, определенных ферментов, за счет которых растение может выживать в условиях стресса. Данная лаборатория также проводит оценку именно семеноводческих питомников по генетической чистоте, однородности. Это по пшенице, по ячменю, проводит оценку генетической чистоты родительских форм кукурузы, родительских форм подсолнечника. 87 жылдық тарихы бар Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының негізгі бөлімі болып табылатын бөлім бұл дәнді және жемдік дәнді дақылдар селекциясының бөлімі. Бұл бөлім осы институт құрылғаннан бері, яғни айтқанда 1939 жылдан бастап өзінің жұмысын жасап жатыр. Сол жылдары профессор Надежда Львовна Удольская басқарған ғалымдар біздің Қазақстандағы алғашқы бидайдың сорттарын шығарған болатын. Солардың ішіндегі бірегейі қазақстандық 4 қазіргі күнге дейін біздің Қазақстанда егіліп жатыр. Бұл біздің институттағы бидай дақылы, арпа дақылы, тритикалия дақылының дамуына және оның жақсы сорттардың, мықты сорттардың шығуына көп үлес қосқан ғалымдар қазіргі кезде қызмет етіп жүрген біздегі ғалымдар академик Оразалиев, Рахым Алмабекұлы, Сариев Бөрібай Сарыұлы,
Нұрпейісов Исатай Ахайұлы, Құдайбергенов Мұхтар Сәрсенбекұлы және басқа ғалымдар әлі күнге дейін бізде еселі еңбек етіп жүр. Біздің институттың ғалымдары шығарған сорттар күздік бидайдың стекловидная 4 сорты, багарная 56 сорты, қазақстандық 10 сорты, жаздық бидайдың қазақстандық ерте пісетін ранеспелая сорты, лютесинс 32, лютесинс 90 сорттары, арпаның арна сорты және тағы басқа сорттар біздің Қазақстанның ең негізгі сорттары болып есептеліп, қазіргі күнге дейін өзінің конкурентоспособность, бәсекеге қабілеттігін әлі күнге дейін жоймай келеді. Бұл сорттар, аталған сорттар біздің Қазақстанның оңтүстік, шығыс және оңтүстік өңірінде 80-90-ға дейінгі пайызды алып отыр. Сонымен қатар біздің институттың ғалымдары соңғы уақытта өнімділігі жоғары, ауруға немесе стресс факторларға төзімді, құрғақшылыққа төзімді сорттарды шығарып өндіріске енгізе бастады. Олардың қатарына биыл ғана мемлекеттік сорт сынақтан өтіп, Қазақстанда егуге рұқсат алынған Вавилов және Димаш сорттары, Дәулет сорты, Матай сорттары бұл күздік бидай. На сегодняшний день удельный вес кормовых культур в Казахстане составляет не более 6-7%. То есть порядка из 21 миллиона гектар пашни возделывается под кормовыми культурами, занято около 3-3,5 миллиона гектар, что, естественно, недостаточно. То есть наукой и практикой давно обосновано и рекомендовано довести севооборот кормовых культур не менее 25-30%. То есть сегодня предлагается увеличить площади под кормовыми культурами почти в 2 раза, то есть довести до 7 миллионов гектар. Соответственно, увеличить и производство высококачественных семян кормовых культур, как на сегодняшний день это около 4000 тонн в год производится, то есть тоже увеличить в 3 раза, то есть довести как минимум до 12 тысяч тонн производства высококачественных семян в год. Что касается кормовых культур, то сегодня на пашне возделывается в основном это многолетние травы, занимает более 60-70% кормовых культур, это на пашне многолетние травы, в том числе такие культуры, как люцерна, эспарцет, житняк, донник. Из однолетних это суданская трава, сорго, такие культуры. Соған байланысты мынау осы былтырғы жылдан бастап білесіз, президенттің өзі айтқан жаңағы одан кейінгі бағдарламалар қабылданып жатыр. Мынау суармалы жерді 3 миллионға жеткізу. Қазір бізде бар жоғы суармалы жер, натяжке айтқан уақытта 1 миллион 500 деп жатырмыз. Фактически 1 миллион 200 гектар. Енді сонда біз 2 есе суды көбейтіміз суармалы жерді. Сонда қай жақтан оны аламыз? Мәселе, қай жақтан ол? Мысалы, қағазға айта салу оңай, или бір жаңағы ақпараты ой бүйтеміз, сөйтеміз, мына жерден жаңағы кемітеміз, мына жерден жаңағы судың кемділігін арттырамыз, оның бәрі айта салу. Бірақ тікелей келген уақытта оның өзі үлкен қиын мәселе. Қазір жақыннан ғана қазір уже аудан бәріне сол мәселе туралы әңгіме болады, жіберіп жатыр хаттар. Қанша жер игересіздер, қалай игересіздер дегендей. Осыған орай бұл істі біз бұрынырақ уже бастап кеткенбіз. Мен осы суармалы егіншілік бөліміне меңгеруші болып келгеннен бастап мен осы судың қайдан алынады, қайда барады, қайда су деген сол мәселемен келіп біз келгенде осы кейінгі жылдары мынандай бір жақындай онда мен бірден қандай зерттеулер жүргізіп жатқанымызды. Осы мынау жасыл технология дейміз, ол бұл енді мода емес. Негізі біз осы жасыл технологияны жасап жатырмыз. Соның ішіндегі мынау тамшылатып суару деген мәселесі. Ол да қазір көп айтылады, бірақ ол тамшылатып суару құры ол панацея емес. Тамшылатып суарса өсе береді деген жай әңгіме. Ол су бір, екінші міне қарап отырсыңдар, су болған жерде арамшөп деседі.
Одан кейін аурулар да болады. Соның бәрін технологиясы olur. Технология, жаңағы дақылды өсірудің технологиясы тамшылап суғаруда. Соған орай біз енді қазір енді тамшылап суғару көп жағдайда мынау көкөніс дақылдарына, мынау жылдам қайырымы бар, сондай дақылдарға пайдаланып жатыр ғой. Біз енді кәдімгі мына алқаптық дақылдар. Олар дегеніңіз мысалы жүгері, күздік бидай, өсіп жатқан жаңағы қант қызылшасы деген басқа да негізгі дақылдар, үлкен кәдімгі ауыл шаруашылығының дақылдарының ішінде солар жаңағы алқаптық дақылдар. Осыларға тамшылап суаруды енді 2012 жылдан бастап жатырмыз.